Беспилотники активно интегрируются в нашу жизнь, и в Якутии с каждым годом эти еще вчера новые тенденции становятся привычными. Уже сегодня кадры с дронами-доставщиками – это реальность. Причем наша республика – один из передовых лидеров среди регионов. Мы решили выяснить, как в будущем БПЛА смогут изменить повседневность. Давайте переместимся в Сколково. Это Центр инноваций России. Здесь проходил форум беспилотной системы технологий будущего. Мероприятие объединило ведущих экспертов, разработчиков, производителей отрасли. На него приехали гости из 30 стран. Российские регионы также были активно представлены. В выставочной части более 1000 различных летательных аппаратов. Якутия привезла в столицу свои разработки. У нас создается научно-производственный центр по беспилотным летательным аппаратам. И, конечно, одной из главных наших задач – это найти свое место в этом большом деле. То есть мы чем отличаемся? Ну, конечно, низкими температурами, большой удаленностью. И нам надо, наверное, сосредоточиться на обеспечении очень надежной связи с аппаратом. Мы участвуем в нескольких направлениях. Первое – это производство беспилотных аппаратов. Мы в прошлом году выиграли конкурс Минпромторга России, выиграли 550 миллионов рублей, и на эти средства создаем НПЦ на базе технопарка Якутия. Вот в ноябре будет открытие, то есть мы сможем кратно увеличить производство, собственное производство беспилотных систем. Мы готовим кадры, мы создаем базу по производству. И третье, мы, конечно, ищем сценарии применения беспилотных систем. То есть, начиная от мониторинга пожаров, мониторинга ледовой переправы. Центральную часть стенда Якутии на форуме в Сколково заняла модель грузового беспилотника «Муравей-24». Он уже активно работает на воздушной переправе Якутск-Нижний Бестях. За месяц совершено больше 200 полетов, и это единственный регулярный беспилотный маршрут в России. Этот факт поразил многих участников форума. Нам удалось построить постоянный маршрут, и у нас есть дронопорты. Представляете, вот бывают аэропорты, а бывают дронопорты. Дронопорты, они позволяют что делать? Садить туда вот такой вот аппарат, чтобы этот муравей, он называется, летающий, приземлялся безопасно для окружающих, и оттуда уже наш курьер туда приезжает, забирает этот заказ и отвозит уже людям. Благодаря этому в Нижнем Бестяхе сейчас, например, заказывают горячую пиццу из якутского центра, из разных ресторанов, ну и, конечно, продукты питания из Бунмаркета. У нас 9 складов в целом в Якутске сейчас работает. И таких маршрутов у нас будет 6 до конца года. А в следующем году мы хотим открыть 10-15 маршрутов. Ну, там, допустим, Кангаласы, Сотинцы. Ну и будем другие маршруты искать, где население также через приложение сможет доставлять те или иные грузы. Ну, допустим, в Сотинцев там появился предприниматель, который поставляет в Якутск молоко. Тонну молока в неделю. Ну, вот сейчас прорабатываем, как это делать. То есть это о чем говорит? О том, что беспилотие потихоньку внедряется в нашу повседневную жизнь. А это Илья Бурнашов, студент и резидент технопарка Якутия. На форум по беспилотникам он привез свою разработку – обнаружитель дронов. Идея создания такого гаджета пришла ему во время службы в армии. Во время учений все время на нас скидывали определенного рода гранаты с помощью дронов, нас все время разведывали, то есть говорят, что вы там делаете. И за счет этого у меня пришла идея в голову. Ага, в принципе, я относительно более-менее подкован в плане технической части. Можешь сделать прибор для обнаружения дронов. Также еще дружил хорошо с офицерами, у них брал наработки по БПЛА. Первый вариант аппарата был создан еще во время службы, а это уже усовершенствованная модель. Она может засекать крупные БПЛА на расстоянии до 30 километров. Мелкие дроны фиксируются в 4 километрах. У нас есть быстросъемное крепление антенны, то есть мы можем быстро менять типы антенн. То есть наша задача какая? Стоит человек-оператор, патрулирует небо, и в тот момент, когда он находит дрон, у него начинается на экране выходить информация, и прибор начинает пикать. За счет этого мы же находим сам прибор. И также этот прибор, он может работать с станцией РЭБа. РЭБ – это станция, которая позволяет сбивать с помощью радиочастот сами дроны. Кстати, якутские инноваторы могут похвастаться еще одной реализованной амбициозной идеей. В этот раз в коллаборации со столичными разработчиками. Посмотрите, вот так в прошлом году жители Горного Улуса принимали посылки, которые в прямом смысле прилетели к ним самостоятельно. Дрон VTOL преодолел 150 километров из Бердянска в село Кептин. На весь путь он потратил 1,5 часа. На машине эта дорога заняла бы в 6 раз больше. Люди были
во-первых, удивлены сначала, когда такая какая-то штука прилетела. Потом они радовались, когда они получали какой-то груз. Потом уже это вызвало некий ажиотаж. А теперь давайте отвезите мой груз. На самом деле люди на местах очень сильно обрадовались и увидели в этом некую перспективу, потому что мы прекрасно понимаем, что Республика Саха-Якутия – это регион, в котором самое большое количество труднодоступных поселений. Этот беспилотник разработали в московской компании Buzz Glory Air. Он с вертикальным взлетом и посадкой. В зависимости от модели может поднимать груз до 100 килограммов. Для обслуживания требуется 1-2 человека. Ему не нужна взлетно-посадочная полоса. Длинная, широкая, большая. Ему достаточно относительно ровной поверхности 10 на 10 метров, с которой он спокойно взлетает и на которую он впоследствии садится. Еще из плюсов его дальность. Потому что в зависимости от силовой установки, которая установлена, то есть сейчас мы видим с вами электрические силовые установки, а если установить бензиновую силовую установку, то дальность увеличивается до 1000 километров. Если говорить про безопасность грузов, насколько это важный вопрос? Этот вопрос очень важный, и я думаю, что перевозка грузов беспилотными воздушными судами сейчас для груза самый безопасный путь. Важно сказать о том, что все беспилотники оборудованы маяками. И мы с вами практически исключаем потерю этого груза. Даже если произошла нештатная ситуация и беспилотник упал, всегда оператор будет знать точку, где это произошло, и точку, где произошло столкновение с земной поверхностью. Соответственно, все грузы мы страхуем. Потеря груза – это в любом случае это финансовые какие-то потери, которые могут быть возмещены страховой компанией. Кажется, что летающими беспилотниками уже никого не удивишь. Они бывают самых разных форм и размеров, но резиденты научно-образовательного центра «Север» решили играть по-крупному. И предлагают использовать в качестве перевозчиков в арктических широтах беспилотные дирижабли. Первые испытания новых машин намечены уже на эту осень. Если мы говорим о дирижаблях и об отличии их от просто грузовых беспилотников, то это, конечно же, объем, который они могут перевозить. То, что мы получим в сентябре-ноябре, это только первый шаг к полноценному дирижаблю, который сможет перевозить до 30 тонн. Ну и учитывая те сногсшибательные характеристики, о которых мы слышали, это 800 километров, 1200 километров, да, расстояния, которые могут преодолевать дирижабли, могут преодолевать без человека, курсировать по определенному маршруту, это, конечно же, открывает безграничные возможности для использования этого на северах. Дирижабли для России – это диковинка. Подобный транспорт в мире используют в некоторых странах Европы, в США. Есть китайские модели. Наш якутский ответ на этот тренд находится на этапе изготовления прототипа, уменьшенного в масштабе 1 к 5. В настоящее время находимся на этапе изготовления прототипа, уменьшенного в масштабе 1 к 5 к этой машине, грузоподъемностью. Ну, в данном случае грузоподъемность значения не имеет. Вот, машина габаритами 15 метров в длину, 5 метров в высоту и 7 метров в ширину. Эта машина изготавливается для того, чтобы отработать технологии, во-первых, сборки, производства комплектующих деталей, отработки компоновочной схемы и отработки некоторых технологий манипулирования с грузом, поскольку это грузовой аппарат, и технологии управления. Первые испытания должны стартовать уже через пару месяцев, а если все пойдет по плану, дирижабли в небе Якутии могут появиться уже в следующем году. Но не дирижаблями едиными. Еще один всем знакомый транспорт может стать беспилотным. Недавно были мы в Беларуси, и нам продемонстрировали беспилотный вариант эксплуатации беспилотного варианта старого советского известного вертолета Ми-2, который берет на борт до 150 килограмм, причем в закрытой утепленной кабине, а это значит можно провозить и морозобоящиеся различные товары, продовольствие и так далее. И на внешней подвеске до 500 килограмм. Он это продемонстрировал буквально в реальном времени.
Таких вертолетов у нас в стране достаточно много еще. И мы тоже думаем над тем, что параллельно с пилотируемой авиацией постепенно начинать изучать возможность эксплуатации этих аппаратов, но уже в беспилотном варианте. Это прежде всего вертолеты Ми-2, Ми-8. Вертолет Ми-2 – это проверенный уже вертолет. Он уже эксплуатирует где-то лет 50. Ремонтопригоден, много запчастей. И он многоцелевой. Вертолеты Ми-2 можно купить, их достаточно. Также они используют авиационный керосин, то есть он может в любом аэропорту заправить. И он без ангарного хранения. Есть опыт эксплуатации в Якутии большой. За беспилотными аппаратами будущее. Это ни для кого не секрет. Но чтобы индустрия БПЛА развивалась быстрее, необходимо подтягивать и нормативно-правовую базу под новые реалии. И сегодня задача экспертного сообщества не только внедрять технологии, но и продумывать правила и инструкции, по которым мы будем жить уже завтра. Максим Кардозу, Айтал Байтунов, Виктор Олесов, Москва.